Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8:35 и в 13:10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали! Тема дня. При украинском суверенитете над Крымом и в сегодняшней ситуации после 2014 года каждая власть считает своим долгом задекларировать равноправие трех языков: русского, украинского и крымско-татарского. И сегодня гостем моей студии является Бекир Мамут, главный редактор газеты «Керим», с которым мы и обсудим, насколько вот официальная позиция о равноправии языков и свободном их использовании во всех сферах, в том числе и в средствах массовой информации, соответствует действительности. Давайте вот мы начнем, пожалуй, с самого главного и фундаментального вопроса. До 2014 года кто и сколько издавал и кто и сколько читал крымско-татарской прессы, и как эта ситуация изменилась, если изменилась после 2014 года? Спасибо. До 2014 года выходили те издания, которые были уже вновь созданы после развала Советского Союза. Это газета «Крым», которая была организована в 1989 году как «Дослух», но через 2 года она стала тем, с кем она изначально, с каким названием она изначально хотела выходить. И в 1992 году появляется из Ташкента, перевозят газету, которая была «Ленин Байрагы», и ее называют «Янг Дунья». Она начинает с этим именем, ну, фактически с тем же составом редакции продолжать издание уже в Крыму. Вот, пожалуй, и все. Это 2 газеты, которые выходили на крымско-татарском языке. «Янг Дунья», она все-таки где-то, ну, будем так говорить, только программа выходила на русском на русском языке, а в газете «Крым» русскоязычный контент составлял, ну, где-то до 20%. Была еще судакская газета, которую издавал писатель Рустем Али, и она была такая региональная. Газета «Голос Крыма», которая появилась в 1993 году и поныне издается, она практически всегда выходила только на русском языке. Вот, так скажем, да, цвет крымско-татарской прессы, если уж так говорить. И поэтому, когда свершились события, о которых вы сказали, да, была попытка для крымских татар издавать газету, еще одну газету на русском языке. Вот мы еще смеялись, что она газета как бы крымско-татарская, но там только название крымско-татарское, это «Мераба», типа «Привет». Вот, а все остальное там, конечно, уже было на русском языке, ну и о ее политической ориентации вы догадываетесь. В 2014 году, наверное, радиослушатели многие знают, крымчане так точно, что образовался медиацентр Гаспринского под, так скажем, такой не очень щедрой рукой Рескомнадзора бывшего, а в условиях России Госкомнадзора. И, конечно, всех стали агитировать, чтобы они туда вошли. И обещали щедрую поддержку. Вот. Но мы знаем, да, кто платит, тот заказывает музыку, поэтому такие условия не для всех оказались приемлемыми. Поэтому, значит, «Янг Дунья» по статусу она была, в общем-то, тут вопрос статуса, он тоже очень важен, поэтому я несколько минут времени отниму. Газета «Янг Дунья», она всегда была правительственной, и в Узбекистане, и в 90-е, и в нулевые годы, и уже вот после 14-го тоже она продолжает выходить как орган там, одного из правительственных учреждений.
А газета «Крым» изначально была с 91 года так точно, значит, независимой, самостоятельной. И поэтому наш коллектив решил, что свобода, да, вот название вашей радиостанции, это действительно большая ценность, и лучше там на хлебе и воде жить, да, но сохранять возможность говорить то, о чем ты, в рамках, конечно же, законодательства можешь себе это позволить. Газета «Голос Крыма», хочу напомнить, что она была органом Министерства культуры Украины в последнее время. Вот. И она решила пуститься в самостоятельное плавание, у нее были известные трудности. Она в политику не пошла, эта тема для нее, я так думаю, они для себя ее сделали запретной, и поэтому она там... культурология, история, вопросы языка там, и полный нейтралитет. Вот такая. Понятное дело, что те газеты, которые оказались, Мирабай, как вновь учрежденная, и Янгадуня, как издававшаяся ранее, понятное дело, что они оказались, я бы использовал даже такое слово, под жестким контролем властных органов. Там. Цензуры, конечно, нет. Цензура у нас все под запретом. Это не дай бог, это страшное дело. Что вы, какая цензура? Вот. Но есть люди, которые там работают, у них мощный внутренний цензор, конечно. И потом, опять же, тот, кто платит, тот и контент этот заказывает. Вот, наверное, такая вот примерно ситуация. Хорошо, мы как бы уже обрисовали ситуацию с тем, кто и что издавал, а как кто и что читал. Как можно охарактеризовать медиарынок крымско-татарской прессы до 2014 года? Все ли крымские татары выписывали или покупали газету? Как эти газеты распространялись? В любом ли там ларьке или исключительно в местах компактного проживания? Существовала ли какая-нибудь, скажем так, межгазетная конкуренция, или у каждой газеты была своя аудитория? И все те же самые вопросы после 2014 года. Известная конкуренция, конечно, была, наверное. Потому что люди, мы знаем последние несколько десятков лет, какое отношение было к газетам. Они вытеслялись электронными, а потом уже и интернет-изданиями. Поэтому интерес к газетам, он, собственно, как везде. Вот, вы знаете численность крымских татар в Крыму, да, и тиражи были, у «Голоса Крыма», благодаря тому, что он выходил на русском языке, а крымские, я так думаю, что четверть крымских татар знала язык на таком уровне, который позволял читать прессу. Поэтому, конечно, тираж «Голос Крыма» тогда был выше. В киоски на продажу газеты поступали минимально. Я знаю, что вот та же «Голос Крыма», тот же «Голос Крыма» поступал, не знаю, может быть, несколько десятков экземпляров. Мы от этого дела давно отказались. Потому что там как-то забирать или представлять себе, что часть тиража, там 100-120 экземпляров в 90-е годы мы тоже отдавали в киоски, что нереализованную часть тиража, твой труд там как-то там молотят, сдают макулатуру, это было не купленную. Да, поэтому мы отказались вообще от продажи газет, и только газета «Крым» только на подписке вот уже где-то, может быть, лет 20. А остальные, Янгадуня, наверное, тоже уже в киоски не поступает, только по подписке. Вот, поэтому, что касается, вот как вы сказали, да, аудитория, может быть, тоже не знаю, может быть, и во всем мире, или там, как в Украине, в России, это в основном люди достаточно такого, да, скажем, зрелого возраста. То есть молодежь определенно газет не читает. Ни на том языке, которым они владеют очень хорошо, да, скажем, русским или украинским, вот, ни на том, который они, там, может быть, плохо знают. Поэтому я это говорю, знаете, вообще-то без какого-то вот сожаления. Наши читатели — это зрелые люди, это люди предпенсионного, пенсионного возраста, старики, да. Но вы знаете же, по ментальности восточных людей, да, то есть когда в семью приходит газета, ее читают, выписывают старшее поколение,
да, и если там есть что-то интересное для молодых людей, что-то поучительное, что-то связанное с историей там, или какая-то проблема интересная поднимается, это становится, мы не комплексовали, это становится предметом такого, ну, в каких-то там ситуациях, предметом семейного обсуждения. Поэтому вот, да, конечно, у нас для молодежи, кстати, вот вы тоже знаете, это факт, что оно так и было, и попытки эти не увенчались успехом. Молодежной газеты в Крыму не существует. Может, это и правильно. Вот поэтому наши читатели, они такие вот, да, консервативные, такие уже люди, у которых есть время уделить газетному чтению, да, найти для этого какую-то возможность. Вот. Но потом это все обсуждается. Так вот, если мы так навскидку говорим, что крымско-татарских семей, ну, может быть, 65-70 тысяч, вот, а наш тираж, а мы идем, мы говорим, мы семейная газета, мы идем в семью. Ну, вот делайте выводы, сопоставляйте там с другими тиражами газет. Я думаю, что мы, если это все пропорционально как-то измерять, у нас тоже нет комплексов. И я думаю, что и какие-нибудь самые многотиражные российские газеты или украинские, здесь выходящие в Киеве, ну, я думаю, у нас тиражи сопоставимы в этом смысле. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке, а мы продолжим буквально через несколько секунд. Слушайте нас на средних волнах 549 АМ в 8:35 и 13:10, а также на 105,9 FM круглосуточно. Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У меня в гостях Бекир Мамут, редактор газеты «Крым», с которым мы говорим о состоянии крымско-татарских СМИ на полуострове в исторической перспективе и сегодня. Вот до того, как мы начали эту программу, мы как бы слегка затронули тему истории крымско-татарской журналистики. Эта история не может быть там не очень известная на материковой части Украины, или уж тем более в России, но тем не менее Измаил Гаспринский создал не просто там первую тюркскую или татарскую газету в Крыму, создал первую газету вообще на мусульманском востоке России, которая потом создавала прецедент и служила образцом для многих и многих других газет. И в начале 20 века гораздо лучше там ситуация была, по вашему мнению, с прессой крымско-татарской, опять же, пропорционально населению, чем сегодня. Но тогда надо напомнить нашим слушателям, что газеты совершенно очевидно, никуда от этого не деться, издавались исключительно за счет своих подписчиков. В крайнем случае главный редактор, если он был богат и желал, мог профинансировать это издание из собственного кармана. И эта ситуация наблюдалась не только в Крыму, но и с крупнейшими изданиями вообще Российской империи. В 20 веке было как было, в 21 веке мы приходим к тому, что народ не очень хорошо читает газеты. И в этих условиях экономически вообще целесообразно издавать газету? Как вы закрываете этот вопрос? Существует ли какой-нибудь внешний источник или ваших подписчиков достаточно? Подписчиков, конечно, недостаточно, хотя есть статьи в газетном бюджете, за счет которых можно экономить. И самое, конечно, это неприятно для журналистов, это их зарплата. Вот. А так, типографские расходы, в принципе, можно покрывать и при тираже. Если в газете все будут работать на энтузиазме за бесплатно, да, находить какие-то другие источники для своего существования, поддержки своих семей, то, в принципе, где-то тиража в 1500 экземпляров, наверное, могло бы хватить при цене. Наша газета, годовая подписка, в долларах это 900, под 1000, примерно 950, около 900 рублей. Это получается примерно $15. Да? Янг Дуня, Голос Крыма, они чуть больше 1000. Вот. И вот при этой цене, очень для подписчиков, я думаю, что щадящей, да, можно поддерживать экономическое существование газеты, не платя зарплату журналистам. Вот. Но получается, что вся наша часть тиража свыше, там, где-то, условно говоря, 1500, это уже то, что мы можем платить налоги, там, платить зарплату какую-то минимальную.
И мы за счет того, что, вернее, из-за того, что зарплата низкая, мы даем возможность журналистам работать дома, там, приходить в редакцию 1-2 раза в неделю. И, может быть, работать в огороде, выращивать что-то для натурального своего ведения хозяйства, да. И таким образом, когда сводить концы с концами. И получается, что для наших журналистов, да, в известной мере это своего рода хобби, привычка просто. Потому что, да, зарплаты, конечно, можно было бы сказать, смешные, если бы это не было так грустно. Знаете, да, вы в историческом прошлом, недавнем совершенно, да, конечно, государство Украины очень активно поддерживало. Я вам должен сказать, да, никогда никто не спрашивал, а что вы там пишете? А что вы там хвалите или ругаете Украину, да, или власть, например, да, или еще что-то? Никто в наши редакционные дела никогда не лез. Никто. Я это подчеркиваю, потому что там говорят, наверное, Меджлис контролировал, еще кто-то. Нет, этого тоже не было. Это надо себя, извините, я так, может, это какое-то самомнение, не мое лично, а наше редакционное. Может быть, мы себя так поставили, что в наши дела никто не совался. Вот. А все остальное, это уже вот цена, да, как бы свободы, раз в условиях того, что мы как этническая пресса, при том, что численность народа, да, небольшая, то, конечно, вот, да, Украина поддерживала в объеме, я вам скажу, достаточно прилично, где-то 42-43 тысячи долларов в год по проектам, которые мы каждый раз готовили, защищали и говорили. Мы по указу президента 1997 года, вот мы издаемся на родном языке, поэтому наше издание подлежит государственной поддержке. Пожалуйста, вот выполняйте это требование закона. И мы получали вот такую помощь, и за счет этого издавали газету дважды в неделю. Даже было время и трижды. Поэтому после 2014 года нам пришлось отказаться. Мы сейчас выходим так очень так бледно, скупо, конечно, 1 раз в неделю. Тираж в 1,5 раза вырос. Вот. Да, кто-то вышел на пенсию, и мы, к сожалению, были вынуждены отказаться от их услуг, таких наших сотрудников, хотя бы мы еще, конечно, бы поддержали бы их тоже, если бы у нас были финансовые эти возможности. Вот таким образом мы вышли, что называется, на самофинансирование. «Голос Крыма», насколько мне известно, тоже не пользуется каким-то внешним источником финансирования и тоже существует, что называется, впроголодь. Вот. Они тоже себе вот избрали такой путь, не пошли в этот медиацентр. В медиацентре газеты, все, что зарабатывают, там еще есть, кстати, журнал «Йылдыз», например, они все отдают туда куда-то, там какую-то прорву, да, бюджет, не знаю, куда-то, или Госкомнацию этому. Вот. Но зато у них там фиксированные зарплаты, примерно в 2 раза выше, чем у наших журналистов. Вот. Они под таким щитом. У них техника, там, у них еще что-то, все, что, какие-то минимальные условия для работы журналистов. Это им Госкомнац как бы за пребывание в медиацентре гарантирует. Вот. Я думаю, что журналисты за это расплачиваются, может быть, гораздо более ценными какими-то своими возможностями. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд. Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии. Возвращаемся в студию радио Крым Реалии. Мы уже поговорили о том, как выглядит газета, как выглядит медиаполе, но одним из, может быть, самых главных игроков все-таки является журналист. Вот вы уже редакторствуете 19 лет. За это время как изменялась вот среда именно журналистов? Происходил ли рост качественный и количественный крымско-татарских журналистов? Оставался ли он на уровне? Где можно было и как можно было получить журналистское образование? Пользовалось ли оно популярностью? В конечном итоге крымско-татарский журналист – это просто журналист, который пишет по-крымско-татарски, или нечто большее? Наверное, нечто большее, потому что он еще деятель культуры. И это, наверное, связано прежде всего с тем, что он не просто владеет языком, а владеет языком на
родным языком, который, как вы знаете, там включен в этот печальный список ЮНЕСКО, он владеет им на литературном уровне. И поэтому наши журналисты — это публичные люди, их можно приглашать. И приглашают там на встречи куда-то, в школы, еще где-то они выступают и демонстрируют это свое знание языка и как бы своим примером показывают, что им надо владеть, им можно владеть и нужно владеть. Я во всем остальном мне, знаете, как бы даже с одной стороны трудно говорить, а с другой стороны легко, потому что у нас за все это мы не приняли ни одного человека нового. У нас все вот когда-то они, когда я стал редактором, все были молодыми девочками, парнями, что называется, да, они где-то на 15-20 лет моложе меня, а мне уже чуть больше 60, вот, и поэтому они для меня как младшие братья и сестры, но они уже тоже уже приблизились, что называется, к полувековому, да, рубежу. Ну, зато они такие поднаторевшие, опытные, да, и все больше, лучше узнают и владеют языком, пользуются им во благо, что называется, читателей. Вот, поэтому вы задали очень интересный, я даже о нем не задумался, очень интересный, хороший вопрос. И вот я думаю, что крымско-татарский журналист, он действительно деятель культуры, потому что он часть вот этого образовательного процесса, да, такого-то какого-то всеобщего, который направлен не только на то, чтобы знать язык, да, но и на то, чтобы знать свое прошлое, да, чувствовать как-то с помощью языка свою ментальность, свои корни и так далее. То есть, что вы будете делать, когда ваши журналисты из полувекового юбилея достигнут пенсионного возраста? Кстати, вот да, сейчас я к этому вопросу вернусь. У нас профессиональных журналистов, ну вот я заканчивал факультет журналистики Ташкентского университета, и одна моя коллега, которая тоже альма-матер, факультет. Остальные у нас, и, может быть, это, знаете, в наших условиях правильно, они знатоки языка, они филологи, они хорошо знают крымско-татарский язык. Вот этот стык, чтобы, понимаете, журналистского образования на крымско-татарском языке нет. Поэтому надо, либо имея, а мы с вами знаем, что журналистика — это не профессия, а призвание, да, то есть если у тебя есть, если ты можешь каждый день производить эту, так называемую, эту пресловутую строчкосдачу давать, да, технически, если выражаться, если ты можешь на родном языке писать, у тебя получается, ну, можно, если там что-то чуть-чуть подредактировать, выправить, и главное, чтобы там были мысли и так далее, да, это уже как и везде. Ну, то есть вот этот фактор, он важен. Что, молодежи, есть профессиональные журналисты молодого поколения, да, есть хорошие филологи, которые тяготеют к журналистике. Если будет такая вакансия, пригласим, подготовим, вот, соблазним нашими большими зарплатами. Вот, и как-то, признаться, меня этот вопрос не очень как бы утруждает, потому что я думаю, что мы за несколько месяцев в нашей среде журнал подготовим, то есть его к нашим суровым реалиям как-то подготовим. Ну и последний вопрос, но он такой чуть пошире, но все-таки не очень большой. Вот мы, крымско-татарский юный читатель, в последнее время, вот вы говорили о том, что ваши читатели в основном консервативные люди, молодые крымские татары, по вашим ощущениям, стали ли больше читать на родном языке или меньше? Причем не только о газетах речь идет, а может быть о книгах, может быть чаще стали слушать крымско-татарское радио, или ситуация только ухудшается? Я думаю, что среди молодежи это тоже вот очень, да, такой для нас очень нужный вопрос. И я в этом смысле, может быть, выглядел бы как оптимист, но я должен сказать, что в последние годы на волне вот этого какого-то внутреннего из-за вот этих событий, да, которые не все приняли как бы однозначно или еще как-то, это все это переживали, и молодежь в том числе, очень трудно.
И это, может быть, было каким-то толчком к тому, чтобы еще какая-то часть, кроме той, что была молодежи нашей, она воспылала, может быть, я такое слово использую, интересом и к своим традициям, истории, и к своему языку. Поэтому я сейчас замечаю лично, что больше говорят на языке и читают. У нас есть детский журнал «Арманчик», ну а все остальное это сети, социальные сети, где крымско-татарский контент представлен достаточно широко. Но подождите, крымско-татарский контент, кем делается этот контент для социальных сетей? Вашими профессиональными журналистами или снова же всеми пользователями? Там это очень смешанный состав участников. Там есть и профессиональные, и те, кто очень хорошо владеет, и они показывают своего рода образец, но никто никогда не наезжает на кого-то, кто пытается говорить или писать на языке, а при этом делает какие-то, может быть, чудовищные ошибки. Но ничего, научится. Главное, чтобы у него было стремление и желание. Ну, хорошо. Я думаю, что мы когда-нибудь обязательно вернемся еще к разговору о ситуации вокруг и внутри крымско-татарских СМИ. Надеюсь, что, может быть, в следующий раз вы привезете какого-нибудь молодого журналиста, который придет на смену заслуженному поколению. Напомню нашим слушателям, что у нас в гостях был Бекир Мамут, редактор, уже 19-летний, я вас поздравляю, практически, со скорым юбилеем, редактор газеты «Кырым». В студии для вас работал Сергей Громенко на волнах самого крымского в мире радио «Крым Реали». Ни в коем случае не переключайтесь, мы скоро вернемся в эфир.